этот период приоритет был отдан противостоянию с церковью, тогда как на периферию были вытеснены вопросы жизненно важные для Армении. Например, содержание вот этого мирного договора и риски территориальных уступок, реальные ли переговоры вообще по коридору, усиливать внешние зависимости и ухудшение качества управления экономикой, вот, в частности. В таком контексте атака на церковь выступает технологией отвлечения внимания, призванной вывести из общественного обсуждения то, что политические теоретики, как многие, говорят о том, что деградация государственного суверенитета — это ради удобства власти. Это очень важно. Это привело к разрушению институционального баланса ради самоукрепления власти. Это очень важно внести. В принципе, политическая система Армении, согласно Конституции, основана на принципе разделения властей. Однако, когда исполнительная власть объявляет войну на политической партии и Национальному институту церкви, она фактически разрушает систему институционального противовеса. Это очень важно. Для этого максимально раскручивается политическая поляризация, разрушается вся система традиционных и национальных институтов. Вот фактически этим он и занимается сейчас. Политологически это, точки зрения, это указывает на трансформацию понимания государственного суверенитета. То есть государственный интерес больше не рассматривается как общее благо или историческая целостность. Это становится инструментом выживания власти. Мы должны понять, что Турция и турецкая дипломатия, они всегда были многовекторными, и Турция всегда позиционирует себя как сторонник мира на Южном Кавказе, сторонник открытия границ и восстановления дипломатических отношений с Арменией. Мы помним еще в 2008 году во время футбольной дипломатии Турция тоже подписала договор, который позже не был ратифицирован парламентом, где премьер-министром был Реджеп Тайип Эрдоган. Так что Турция, как и все другие страны мира, сейчас не будет позиционировать себя против США и Европейского Союза. Мы понимаем, что они лоббируют за открытие границ с Арменией, но также мы видим, что Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает предусловия для открытия границ. А эти предусловия, это касается мирного соглашения, подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что говорят в Баку и в Анкаре? Что да, процесс урегулирования идет полным ходом, что уже в 2026 году может быть подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и после этого будет открыты границы с Арменией, между Арменией и Турцией.